Добрый вечер. В эфире телеканала АТР, программа «Бугуни». Я ее ведущий Роман Спиридонов. В ближайшие полчаса мы обсудим самые важные новости этого дня. Вы можете подключиться к нашей дискуссии, задать свои вопросы участникам нашего эфира или высказать свое мнение о ситуации как в оккупированном Крыму, так и на материке. Телефоны вы сейчас видите на экране. Звоните, задавайте свои вопросы. А начнем мы с заявления президента Украины Владимира Зеленского: возвращение оккупированных территорий и мир на условиях Украины. Владимир Зеленский назвал приоритеты внешней украинской политики на следующий год. Он призвал усилить сотрудничество с западными партнерами для продолжения и усиления санкций против России. Глава государства также рассчитывает на привлечение агрессора к ответственности в международных судах и помощь союзникам в восстановлении разрушенного Донбасса. Он добавил, что Украина хочет мира, но на своих условиях, а проукраинская коалиция в мире должна только расширяться. Зеленский среди успехов дипломатических этого года назвал создание формата переговоров по освобождению Крыма. Речь идет о международной крымской платформе, и призвал украинских дипломатов эту платформу продвигать среди как можно большего количества государств. Давайте послушаем прямую речь президента. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації. І це не лише ворожі дії проти нашої незалежності, проти України. Це виклик усій, ми вважаємо, цивілізованій світовій спільноті. Маємо ставити питання відновлення територіальної цілісності України і повернення Донбасу та Криму. Світова коаліція на підтримку України має зберігатись, має збільшуватись, має зміцнюватись. Ну вот такой посыл, который Владимир Зеленский подал украинским дипломатам. Обсудим мы это с нашим первым гостем первого часа, Тарасом Семенюком, политологом. Добрый вечер. Добрий вечір, колеги. Вот если оценивать тезисы, которые прозвучали вот в таком коротком отрывке, в таких посылах, которые Владимир Зеленский дал дипломатам, такую установку для работы на следующий год, можно ли говорить, что изменилась риторика нашего президента, и он теперь больше внимания акцентирует и ситуации с оккупированным Крымом, и называет Россию, войну с Россией уже войной, да, гибридной. Как вы оцениваете, есть ли какая-то позитивная динамика или тенденция во взглядах Владимира Зеленского на ситуацию? Варто зазначити, що з самого початку, як Володимир Зеленський став президентом України, риторика щодо Російської Федерації була дещо такою м'якою. І це помітили усі. Тобто було видно, що на відміну, якщо порівнювати з Порошенком, то очевидно, що Зеленський перебував в такому лайтовому варіанті. Тобто він не часто не називав Росію, практично не назвав Росію там конфлікт на Донбасі україно-російською війною. Тобто він не називав Росію агресором, скажімо так, за кожним стовпом, як це робив Порошенко. Так тобто складалось враження, що умовно Зеленський пом'якшив свою риторику з оглядкою на те, що Росія піде теж на певні поступки, і це в певній мірі дозволить, я би сказав, розморозити ось питання Донбасу і взагалі питання Криму підняти на певний рівень. Те, що Росія не хоче спілкуватися про Крим, це всім очевидно теж. І в Кремлі про це заявляють. Єдине, що нам залишається, це очевидно створювати, бути проактивними, займати таку додавати динаміки цьому питанню. І саме так була створена платформа по Криму, до якої зараз президент України закликає партнерів і сильних країн цього світу. Це лише означає, що якщо ми перестанемо говорити про Крим, то про Крим ніхто не згадає. І буде так само, як з Кіпром.
коли Туреччина окупувала частину Кіпру, і в один момент перестали про це говорити, і лише мапа показувала, скажімо, розділений ось цей Кіпр, який частина якого належить фактично Туреччині. Тому говорити про Крим потрібно з точки зору навіть більше стратегічних цілей, тому що імперії, як ми знаємо з історії, розпадаються. Ще не такі були імперії, сильні, потужні, всесильні, іншими словами, які розпадалися з плином часу через певні державні, я би навіть сказав, проблеми, внутрішні проблеми. Тому ми маємо бути готові як юридично, так і аргументовано до того, що коли настане такий момент, коли буде можливість повернути тимчасово втрачений Крим, так анексований Крим, ми будемо мати железобетонну доказову базу. Юридично, згідно міжнародного права, скажімо, згідно навіть таких соціальних зв'язків, я б навіть так сказав, так? Тобто бути готовим прийняти назад цю територію, тому що Крим і Донбас – це абсолютно різні кейси. І якщо говорити загалом, то очевидно, що Україна це є територія України, але підходи до вирішення ось деокупації Донбасу і анексії Криму це є питання абсолютно різних стратегій. Я би навіть сказав, по Криму це є питання таке довгострокове. Донбас може бути більш короткостроковий, так але кожна з цих стратегій вона має свій певний підхід. Ну, до прикладу, по Криму так зацікавлена теж долучатися Туреччина, та про що в принципі Зеленський говорив, як Туреччина як основний з партнерів цієї країни НАТО, яка зацікавлена бути в цій платформі. Але тут питання цілей самої Туреччини, а не офіційний. Так, то навіть експерти неодноразово зазначають, чому турки мають підтримувати Крим як територію України. Можливо, в них є свої амбіції на Крим. Це теж, в принципі, як версія, так? І відповідно все світ це теж може виходити. Тому є багато версій, скажімо, питань, але те, що сама платформа почала працювати, і те, що Міністерство закордонних справ і як і президент України цю ініціативу лобіюють максимально, це є правильний крок. Тому що, ще раз даруйте за повторення, якщо ми будемо мовчати, то світ забуде про Крим. І всі змиряться з тим, що де-факто він є окупований Росією, там керує Російська Федерація, де юре він залишається територією України. Ну, пока трудно говорить, что платформа заработала, пока идут такие дипломатические подготовительные работы с призывами присоединиться. Если я не ошибаюсь, то первая сессия этой платформы планируется в мае следующего года. Э, Вот, но до сих пор не очень понятно, что это за форма. Это будет какой-то клуб, где будут собираться страны и высказывать свое отношение к ситуации. Или там будет вырабатываться какая-то международная политика по давлению на Россию. Вот что это может быть? Знаєте, зважаючи на те, що в сьогоднішніх реаліях К сожалению, отключился Тарас Семенюк. Такая история с современными возможностями происходит у нас очень часто. Такие форс-мажоры возникают в связи с не очень устойчивым интернетом, видимо, который у нас работает. Тарас снова с нами на связи. да, Да, перепрошую, давайте тут продовжуємо. телефонували просто вибило. Да, я пам'ятаю ваше питання. Я думаю, що складно зараз говорити про те, що будуть обговорювати, але очевидно, що будуть обговорювати Крим без участі Російської Федерації. Це буде в певній мірі така гра в одні ворота. І очевидно, що тут не варто, можливо, очікувати якихось проривних стратегій. Тому, виходячи з цих реалій, ми будемо бачити, що Крим, ця платформа по Криму, це буде більше як інформаційний майданчик, де будуть збиратися дипломати, де можуть збиратися експерти, які будуть постійно сигналізувати. Окрім цього, паралельно ідеально було б до цієї кримської платформи залучати теж міжнародні організації, які плекають, які працюють щодо захисту прав людини, Червоний Хрест, наприклад, так, відслідковувати ситуацію в Криму як
поводиться тамтешній режим з людьми, чи дотримується прав людини, демократії і так далі. Оце є в певній мірі така стратегія моніторингу і говорити про це постійно, так на всіх можливих, скажімо, майданчиках міжнародних. А ця платформа має стати таким джерелом ось цієї інформації, що відбувається насправді в Криму, певний моніторинг ситуації, щоб світ реально бачив, що Крим перетворюється, на жаль, зараз на таку типу закриту фортецю, на склад боєприпасів, склад ядерних боєприпасів, і відповідно в цьому плані десь суто більш інформативно. Хоча з іншого боку, оцінюючи ставлення навіть європейських партнерів, окремих дипломатів до Російської Федерації, я боюся, що вони можуть бути доволі такими обережними в тому, щоб долучатися до Криму, бо все-таки, на мою думку, превалює ось таке, знаєте, дружнє ставлення до Російської Федерації, особливо в час пандемії, особливо в час, коли йде боротьба за вакцину. І тут симпатії до повернення бізнес as usual теж відповідно в цьому плані може перемагати ось ці такі, я би навіть сказав, ідеологічні, ідейні цінності щодо збереження територіальної цілісності суверенної держави, тобто України. За іншими словами, економіка, гроші можуть перемагати, власне, те, на чому будувався Європейський Союз, і демократія загалом. Це повага до територіальної цілісності, повага до кордонів, до приватної власності, це повага, скажімо, взагалі до міжнародного права. Тут в цьому кейсі ми бачимо, що в Криму вже багато навіть політики деяких держав просто чхали на всі ці правила, і їздили в Крим, брали участь в тамтешніх заходах на так званих офіційних рівнях, і відповідно не здавали собі раду, що це все означає. Тому тут історія, як на мене, є доволі така двозначна, і навряд чи варто очікувати від платформи проривних стратегій, проривних результатів, окрім як динаміку ми будемо бачити в інформуванні світової спільноти про те, що відбувається насправді в Криму. І так це буде теж форма тиску на Російську Федерацію, це буде форма тиску на міжнародні інституції, можливо, для посилення санкцій, для продовження існуючих санкцій. Теж так ми повинні не забувати, що саме існуючі санкції, частина великих санкцій, які накладені на Росію, саме через анексію Криму, і вони не будуть зняті до того моменту, поки Крим не повернеться під контроль офіційного Києва. Ну вот в том-то и дело, что когда вы говорите, что европейские политики ездят в Крым, надо, мне кажется, тут немножко разделять, и, вернее, обращать внимание на то, что это за политики. Это в основном представители тех партий, которые фактически ощущают, скажем так, серьезную финансовую поддержку Российской Федерации. Ну, я имею в виду там альтернативу Германии, там, представители которой бывают в Крыму, каких-то там еще итальянских партий, которые не имеют большого веса. А позиция Европы, ну, не меняется с 2014 года, ведь сегодня Совет Европы продлил санкции еще на полгода, тем самым демонстрируя, скажем так, стабильность своей позиции и неизменность ее. Еще одно событие, о котором мы сейчас с вами поговорим, в этом же ряду стоит, это принятие Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о правах человека в оккупированном Крыму. Она, как уже отметили дипломаты, будет способствовать реализации, в том числе и инициативы по созданию крымской платформы. И это обновленная резолюция, ее называют усиленной. Там новые элементы в ней отражают многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированном Крыму. Там четко уже определяется нелегитимность так называемых должностных лиц, оккупационных чиновников. И вот там впервые как раз и зафиксирована такая формулировка, что эти чиновники должны рассматриваться как оккупационная власть России.
То есть, хотя и многие говорят, да, что ООН испытывает уже такой институциональный кризис, и о том, что она нуждается в реформировании, но тем не менее эти резолюции с каждым годом по Крыму становятся жестче. Ну, если себе представлять картину развития событий, да, вот, то есть мы сейчас с вами представили такую выжидательную, да, позицию, где мы вроде говорим о Крыме, говорим о его деоккупации, продолжаем муссировать эту тему для того, чтобы была наша поддержка международного сообщества, чтобы действовали санкции. А, и ждать, что путинский режим падет, это эффективная стратегия? Ви знаєте, в нас не бракує, в принципі, в українському політикумі тих же ж політиків, деяких експертів, які закликають, от Росія скоро розпадеться, Росія розлетиться, пух і в прах, і тоді ми зможемо повернути Крим. Ну, це була така, я би не сказав, інфантильна позиція, тому що навпаки не варто сподіватися на те, що Росія завтра розпадеться. Поки що ми таких сигналів не бачимо, так щоб Росія розпадалась. І чи розпадеться воно в один момент, чи це буде довгий шлях. Поки невідомо, це залежить від багатьох факторів. І Радянський Союз розпадався повільно. Фактично, ось ця кульмінація це була холодна війна, тобто виснаження Радянського Союзу, Сполучені Штати втягнули Радянський Союз в цю таку гонку змагань, яка викачала практично всі кошти з країни і обезсилила країну до того, що вона не могла себе сама отримати, тому вона розпалась. Чи буде таке з Російською Федерацією, невідомо, але надіятися саме на цей сценарій – це доволі така проста позиція. Я думаю, що у випадку з ООН є певне, потрібно розділяти Радбез ООН, так, там, де є країни, умовно, члени переможниці в Другій світовій війні, які мають право голосу вето, і саму Генеральну асамблею ООН. В Радбезі ООН рішення приймаються, і вони будуть до виконання, так, зобов'язані. Тому в цьому плані Росія завжди буде блокувати все, що стосується Донбасу, і все, що стосується особливо Криму. Ну, по Донбасу, наприклад, єдине, що якщо буде йти мова про миротворців, так, і умовно російський сценарій буде: давайте ми будемо, Росія, там Казахстан, наші партнери по ОДКБ, будемо миротворцями, тоді Росія зможе підтримати цю резолюцію. В іншому випадку все, що стосується Донбасу і Криму, Росія, те, що не співпадає з їхньою стратегією, позицією, не буде підтримана абсолютно. Це треба чітко розуміти. І як на це вплинути? Ну, тут немає єдино правильного рішення, так? Немає єдино правильного рецепту. Це є плинність часу. Я думаю, що з часом, час, як то кажуть, розставляє всі крапки над і будемо в певній мірі десь очікувати того, що в один момент вдасться Російську Федерацію десь в певній мірі переконати. Ну, це сила аргументів, це сила ситуації геополітиці, це є в певній мірі теж позиція України займати конструктивну позицію за підтримки своїх західних партнерів. Тому я думаю, не варто жити надіями про те, що завтра труп того ворога попливе по річці вниз до моря. Варто навпаки озброювати особливо південний фланг своєї оборони, так, особливо протиракетної оборони, так, те, що в принципі про що пише Ігор Булін в своїй книзі, так, і те, що зазначають аналітики військові, то що це єдиний поки що такий, я би навіть сказав, альтернатива ядерній зброї, яку ми не можемо створити, яку ми не можемо запустити, тому що в нас немає закритого циклу виробництва ядерної зброї. У нас є умовно початки, але ми не можемо це завести на закритий цикл. Тому тут варто надіятися тільки на себе, очевидно, зміцнювати власність. К сожалению, у нас опять проблемы со связью, и Тарас Семенюк отключился. Но у нас мы можем продолжить разговор с нашим следующим гостем Сергеем Тараном, политологом. Он с нами на связи. Добрый вечер, Сергей. Вітаю вас. А вот мы с Тарасом начали говорить о стратегии, какой могла бы быть выигрышная стратегия. Нужно ожидать, когда развалится путинский режим, чтобы решить
нашу проблему, или нужно предпринимать какие-то другие действия, чтобы ускорить этот процесс. Но тут и возникает еще и самый главный вопрос. Готовы ли мы вернуть оккупированный Крым? Точнее, есть ли у нас стратегия деоккупации, и что мы будем делать, когда он вернется к нам? Ну, стратегія очевидна. Треба виганяти Росію з усіх окупованих територій. Це торкається і Криму, і це торкається Донбасу. Існує певна відмінність, тому що Росію визнає, що вона окупувала Крим, і не визнає, що вона окупувала Донецькі регіони. Але суті це не міняє. А от стримувати Росію можна, посилюючи санкції щодо Російської Федерації, і стримувати Росію можна, посилюючи військову армію, яка б посилювала, збільшувала ціну подальшої агресії Росії проти України. Ну і, безперечно, довготривала стратегія на вступ до НАТО. Це ті речі, які, зрештою, стримують Росію і пришвидшать звільнення, зокрема, Криму. Знаєте, от зараз це здається неймовірним. Ну як це так? От Російська Федерація з своєю ядерною зброєю, з величезною потужністю окупувала наші території. І може комусь здаватися, що це абсолютно безнадійно очікувати, що вона звільнить Крим. Але схожа історія була досить недавно в історії Російської Федерації, яка тоді називалась Радянським Союзом. В часи Холодної війни російська радянська армія була присутня фактично у всій Східній і Центральній Європі. Були військові бази навіть на території Німеччини. І от якби ми зараз мали цю розмову з вами в 70-х, і ми говорили про те, що треба посилювати тиск на Радянський Союз, треба посилювати санкції, треба збільшувати військову потугу Заходу, і це призвищить звільнення Центральної і Східної Європи, і, зокрема, деяких колишніх радянських республік, напевно, цю би розмову зважали якоюсь фантазію. Сказали би, ну це неможливо, ну можна там щось тиснути на Росію, але ж це ж не може викинути її з Німеччини, з Польщі, з України, зрештою. Але знаємо, що історія розвивалася іншим сценарієм. І під час Холодної війни на Заході застосували стратегію стримування Радянського Союзу. В чому вона полягала? В тому, що Захід нарощував свою військову потужність, в тому, що Захід нав'язав Радянському Союзу гонку озброєнь, яка виснажила радянську економіку. І, звичайно, це посилювалося санкціями, або, як тоді називали, ембарго проти Радянського Союзу. В результаті Радянський Союз завершив своє існування. Це сталося за 15-20 років після завершення Холодної війни. Хоча, якщо так уже бути хронологічно точним, то сама Холодна війна навіть була коротшою. І ми знаємо, що це в результаті призвело до того, що Радянський Союз вимушений був забрати свої військові бази з Німеччини, з Польщі, ну, з усіх пострадянських республік Варшавського договору. І навіть забрати свої війська з України, з Білорусі, з країн Балтики. Вони отримали незалежність, як і Україна, і багато інших країн отримали незалежність. Тому подібна стратегія, вона може бути застосована і потрібно її застосовувати зараз. Ну, хоча б тому, що іншої дієвої стратегії просто немає. Тому Україна має просто чесно говорити, що для того, щоб звільнити Крим і Донбас, не потрібно домовлятися з Путіним, бо він не піде в жодної гарячої точки, як не пішов з жодної гарячої точки на пострадянському просторі. Потрібно стримувати Росію, працюючи, безперечно, з нашими західними партнерами. А це, звичайно, не так швидко, як хотілося. Це не одразу призведе до звільнення територій, але це єдиний правильний шлях. От на це треба, зокрема, і працювати. Ну, к слову о том, стоит ли договариваться с Путиным. Сегодня президент России проводил большую итоговую пресс-конференцию, и говорил он там в том числе и о нашем Донбассе. Он исключает пересмотр Минских соглашений без прямого диалога с террористами из оккупированных территорий. Они не будут пересмотрены, как я уже говорю, без этого диалога с боевиками, а Киев не сможет и эти условия изменить в одностороннем порядке. Ну, давайте послушаем, что сказал Владимир Путин. Но ничего не получается у них до сих пор. Потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа и большинство избирателей, приходящим к урнам для голосования. А когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться. Ну, не хватает, мне кажется, просто политического мужества, оглядываться на крайние националистические силы.
ничего не сделано, по сути дела, в плане политического регулирования. И более того, официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляют о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения. В одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса. Вот прокомментируйте, пожалуйста, это выступление в контексте нашей позиции. Вот говорит ли о том это выступление, о том, что наша позиция, она верна, но в данном случае все равно Минск — это тупик, потому что вот никакого диалога с Россией не получится. Ну, знаєте, це ж не лише в Україні присутні російські війська і російська окупація. Вона присутня в багатьох радянських точках колишнього Радянського Союзу. Тому що Росія після приходу до влади Путіна задумала відновити Радянський Союз. Це от стара манія Путіна. Він вважає, що Радянський Союз має бути відновлений. І для того, щоб впливати на сусідні держави, він штучно створив ці гарячі точки або просто окупував територію, як це сталося з Кримом. Усюди присутні російські війська, і, ну, наприклад, в Молдові, в Грузії, в Азербайджані, в Україні зараз. Із жодної гарячої точки Росія не пішла. Це при тому всьому, що могли бути вестись якісь перемовини. Це при тому всьому, що в цих країнах могли мінятися президенти, могли мінятися уряди, могли ухвалюватись будь-які закони. Але це не призвело до звільнення цих територій, тому що задача Путіна не в тому, щоб був мир, а в тому, щоб була гаряча точка, яка ставала точкою тиску на країни, де відбувається конфлікт. І сподіватися, що лише мирними перемовинами цю питання можна вирішити, то це як мінімум наївно і це дурити себе. Ну, як це собі можна уявити? Ну, от сидить Путін собі, і тут йому приходять переговорники і кажуть, от ви знаєте, ми пропонуємо тут якось ухвалити особливий закон, і ну, тепер український закон щодо мови буде інший. І Путін каже, ну тепер у них інший закон, я забираю свої війська. Ну це ж треба бути дуже наївним, щоб думати, що навіть такі поступки, такі обурливі поступки в результаті призведуть до миру і до того, що Путін забере війська. Задача Путіна інша. Задача Путіна інкорпорувати окуповані території в Луганській і Донецькій області в політичне тіло України, завести своїх терористів в політику України з тим, щоб дестабілізувати ситуацію не лише в одному регіону, а по всій Україні. Це є стратегічна задача Путіна. Тому він і наполягає на так званих прямих перемовинах між Києвом і своїми терористичними угрупуваннями, які він називає республіками. Це є задача Путіна, тому що йому потрібно посилювати вплив не лише на один регіон України, йому треба посилювати вплив на загалом на Україну. Якщо вся Україна перетвориться на гарячу точку, це створить можливості для Путіна далі впливати на не лише на Україну, а на весь регіон Східної і Центральної Європи. Якщо ми розуміємо цю задачу, то дуже наївно думати, що якісь перемовини в результаті призведуть до змін. Повторюю, що є засоби, як Путіна стримати. Це санкції, це посилення власної армії, і це довготривала стратегія на вступ до НАТО, де, до речі, у нас останнім часом з'являються нові можливості. Оце те, що в результаті призведе до миру. А говорити про перемовини, про поступки, вірити, що заміна в переговорній групі там Кравчука на Фокіна або Фокіна на Кравчука щось змінить, ну це дуже наївно. Ну те саме торкається і Криму. Ну самі перемовини питання Криму, на жаль, не вирішить. Потрібно більше, потрібно санкції, тиск на Російську Федерацію, потрібні економічні санкції, потрібно посилювати армію, які б стримували Росію. Такі речі в результаті призведуть до звільнення окупованих територій, зокрема Криму. Ну вот мы еще обратили внимание на, собственно, лексику Путина. Вот даже в этом коротком отрезке прозвучало очень много с приставкой «не», «ничего не получается», «нет политической мудрости», «ничего не сделано» и изменяют интересам людей. Вот как вы думаете, такая оценка и вот такая лексика, она случайна в президентських, путінських словах? Путіну потрібно показати, що в Україні є громадянська війна. Що насправді проблема війни в Україні – це не проблема російської окупації. Це проблема в тому, що українці не можуть домовитись між собою. А насамперед, таке небажання домовлятись демонструє українська офіційна київська влада. І бачите, немає значення, хто при владі – чи Порошенко, чи Зеленський.
Якщо буде хтось ще, то так само буде та сама ситуація. Немає це значення. Має з точки зору Путіна те, що в Києві є конфлікт, і Київ не хоче домовлятися з Донбасом. І от це є риторика Путіна, яка покликана відвести відповідальність від російської окупації і покласти відповідальність на Україну. І тому це ще раз підтверджує, що не проблема в тому, що робить Україна, не проблема в тому, яка тут влада, проблема в самій Росії. І якщо ми хочемо миру, а ми всі хочемо миру, то потрібно вирішувати цю проблему не в Україні, потрібно вирішувати в Росії. Що від України вимагається? Від України вимагається дуже тверда політична воля. І коли ми розуміємо, що стратегія звільнення окупованих територій не може бути швидкою. Але також потрібно чесно говорити людям. Знаєте, тут всякий популізм, він дуже неприйнятний. Коли представники влади, наприклад, Зеленський, колись говорив, ще не будучи президентом, що для того, щоб настав мир, там достатньо припинити стріляти, чи вже будучи президентом, він говорив, що треба. Я подивився в очі Путіна і там побачив мир. От коли такі речі говоряться, то це робить Україну вразливою, це заохочує агресора. Це посилює можливість агресора вести війну проти України, тому що вони там бачать, що Україна стає слабкою. До речі, Путін ніколи не вів війну з рівними суперниками. Він веде зараз війну не з Сполученими Штатами, не з Великобританією, не з Європою. Він веде зараз війну з країною, яка не така є політично і військово потужна, як Україна там чи до того Грузія. Тому він якраз коли буде бачити вразливість будь-якої країни, зокрема України, він буде лише посилювати агресію. Тому я скажу більше, що якщо українські представники постійно демонструють готовність домовлятися, постійно показують готовність до компромісу, це лише посилює Путіна, посилює його бажання тиснути далі. Росія, відчуючи слабість, буде тиснути далі. Тому якщо ми хочемо миру, не потрібно говорити хороші слова, потрібно показувати і демонструвати сильну позицію. Тоді це призведе до миру швидше, ніж те, навіть як це може бути зараз. А сильная позиция в наших условиях – это что? По-перше, треба говорити чесно з людьми, з нашими українцями. Потрібно їм говорити, що для того, щоб настав мир, недостатньо припинити стріляти. Для того, щоб настав мир, потрібно чесно сказати, треба посилювати армію, треба збільшувати військовий бюджет, треба йти в НАТО, не займатися знову спекуляціями на кшталт, що нас в НАТО не візьмуть, або там, а як до того ще казав, НАТО – це агресивний блок. Треба сказати чесно українцям, що там, де НАТО, там є мир. І інакше бути не може. Всі країни, які встигли вступити в НАТО Східної і Центральної Європи, уникнули цих гарячих точок, яких, зокрема, зараз має Україна. І уникнули окупації Російською Федерацією, тому що Росія боїться зв'язуватись з НАТО, тому що розуміє, що там можуть дати по зубах. Але це треба говорити з людьми, говорити чесно і говорити потім з нашими міжнародними партнерами. Тому що вступ до НАТО – це довготривала стратегія, яка вимагає дій і реформ з боку України. Тому, знаєте, кліпи, відосики – це все може бути гарно для виборчої кампанії. А коли є серйозна політична діяльність і керування країною, потрібно так само говорити серйозно з людьми і зважено підходити до тих речей, які йдуть на публіку. І, звичайно, мати абсолютно чітке уявлення, що потрібно для миру. Чесне уявлення. Можливо, не таке рожеве, як комусь би хотілося, але це точно буде сильна позиція з боку України. Якщо Україна буде сильною, вона точно зможе звільнити ці території швидше. Якщо Україна буде демонструвати слабкість або неспроможність говорити чесно з людьми і мислити відверто, публічно, то тоді ми, звичайно, будемо мати ці гарячі точки і далі. І це заохочуватиме агресора йти далі тих територій, які він вже окупував. Почему уже 7-й год нет стратегии деоккупации, в том числе и Крыма? Почему мы до сих пор не знаем, что будем делать, когда придем на освобожденную территорию? Кому будем применять какие законы? Как у нас будет функционировать структуры власти на полуострове? Почему этого до сих пор нет? Знаєте, не зовсім так. Я тут частково погоджуюсь, частково ні. В часи 5-го президента України Україна реалізовувала стратегію. І ця стратегія якраз полягала великою мірою в тому, що я говорю. Ми працювали з нашими партнерами, з українськими з партнерами України, українські дипломати працювали над тим, щоб кожного разу після будь-яких міжнародних зустрічей наші західні партнери говорили, що Росія не виконує мінські домовленості і проти Росії треба порушити санкції.
Ми зробили в часи попередньої влади багато неймовірних речей. Пам'ятаєте, як на початку війни ніхто не вірив, що Україні колись нададуть летальну зброю. Було дуже багато аналітиків, які казали, ну як це так, Захід ніколи не допомагатиме Україні, тому що вона веде війну, для чого зв'язуватись з Росією? Бо будь-яка зброя, яка надійде в Україну, особливо високотехнологічна, буде розцінюватися як акт агресії проти Росії. І подивіться, завдяки українській дипломатії Україна отримує військову підтримку. А пам'ятаєте, як тоді говорили, що особливо в кінці року, що от вже зараз Захід точно скасує санкції проти Росії, але санкції тривали. І стратегія на вступ до НАТО була. Оце та стратегія, яка пришвидшує звільнення українських територій. В чому зараз відбувається відмінність? В тому, що кожного разу на будь-яких міжнародних перемовинах українські дипломати говорять, що має зробити Україна, а не Росія. І тому ми чуємо від представників Зеленського про те, що Україна готова піти на якісь вибори за певних умов на окупованих територіях. Україна те, Україна се. І оце погана стратегія, тому що вона якраз показує цю готовність домовлятися, яка в результаті не призводить до миру, а призводить до більшої війни. Тому стратегія частково була, вона не виконується зараз. А стратегія щодо звільнених територій, ну вона очевидна. Офіційно оголошено про те, що після забезпечення безпекових умов, іншими словами, після того, як звідти піде російська армія, там будуть проведені вибори. Ну, звісно, після отримання контролю над україно-російським кордоном. Це стосується щодо Донецької і Луганської області. Я переконаний, що щодо Криму абсолютно аналогічна стратегія. Як звідти підуть російські війська, очевидно, що там має бути проведені вибори. На моє переконання, після того, як підуть російські війська, там потрібно ще певний буферний період для того, щоб люди, які там проживають, могли отримати принаймні якусь інформацію, що відбувалося за цей час, поки вони були під окупацією у світі і в Україні. Тому що люди жили в такому інформаційно-пропагандивному вакуумі, вони не знали, і досі не знають, що там відбувається. Сергей, я вас перебью на минуточку. У нас есть просто звонок в студию. Давайте дадим слово телезрителю. Добрый вечер, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр из Харькова. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Александр, вы можете задавать вопрос. Да. Я хотел задать товарищу Тарану вопрос. Он говорит, что надо людям говорить правду. Зачем вы обманываете людей, нас их не ждет? Почему люди идут в НАТО? Может, вы пойдете нас там защитите? Вы говорите, надо с позиции силы, с Россией только договариваться так. Начало было непонятно. Повторите, пожалуйста, начало вопроса. Александр, повторите, пожалуйста, начало. Он обманывает нас в НАТО, никто не ждет. Хорошо, это вы откуда знаете, Александр, что нас никто не ждет в НАТО? Ну, а почему нас не ждут в НАТО до сих пор? Ну, хорошо, ваш вопрос понятен. Спасибо. Я відповім далі про НАТО. Обманюють ті люди, які вам дуже довго розказували після отримання України незалежності, в тому, що НАТО – це агресивний блок. Пам'ятаєте, на всіх телеекранах мількали обличчя Медведчука, Леоніда Кравчука, які оголосили блок не так, і які з усіх телевізорів розказували, що там, де НАТО, там агресія, там війна. А нам треба дружити з Росією, тому що Росія – це наш друг. Вони вас обманювали, тому що ті країни, які встигли вступити в НАТО, які починаючи з 90-х років, від початку розвалу Радянського Союзу, цілеспрямовано йшли в НАТО, і їх там чекали, тому що вони показували, що готові йти. Вони зараз мають мир. І там зараз немає окупованих територій. І ці країни зараз зробили величезні реформи, які дали можливість їм бути іншими країнами. Порівняйте зараз Польщу, Чехію, та навіть Румунію 90-х років і зараз. Це різні цивілізації. А парасолька безпекова – це НАТО. Якби українські політики, починаючи з 90-х років, постійно говорили, що ми готові вступити в НАТО, ми б зараз мали іншу ситуацію. Після перемоги Помаранчевої революції в Україні був реальний шанс. У 2008-2010 роках НАТО готово було надавати Україні ПДЧ. Але на превеликий жаль, тоді українські політики пересварилися між собою, і ми не отримали план дій щодо членства. Якби тоді українські політики спільно демонстрували готовність
щоб Україна приєдналася до НАТО, ми б зараз з вами не мали війни. І окупованого Криму ми б теж зараз з вами не мали. Ви скажете, ну це справа минулих днів і вже нічого не можна зробити? Можна. От я зараз скажу вам на прикладі Грузії. Зараз одне з актуальних питань, яке обговорюється в штаб-квартирі в НАТО, як приймати Грузію в НАТО. Ну там проблема, вони так само мають окуповані території. І знайшли формулу. Формула, яка, очевидно, зараз стане в основі перемовин, в результаті чого Грузія має реальні шанси отримати план дій щодо членства. Так оця формула говорить, що, увага, 5 стаття статуту НАТО, яка говорить про колективну безпеку, тобто напад на одну країну розцінюється як напад на всіх, може не розглядатися тимчасово, увага, тимчасово до окупованих територій. Тобто, що каже НАТО? Ми можемо прийняти Грузію, добре, в неї є окуповані території, ми беремо на себе зобов'язання воювати за неокуповану територію, а щодо окупованих територій 5 стаття статуту НАТО буде застосована після звільнення. Отак зараз говорять в НАТО. Теоретично подібна схема може бути застосована і в Україні. В тому разі, якщо українське керівництво буде демонструвати волю до того, щоб Україна приєдналася до НАТО. Більше того, ви здивуєтесь, але подібні прецеденти вже існують в цій організації, Північно-Атлантичному альянсі. Вже в країнах НАТО є от таке вибіркове застосування 5 статті. Ну, наприклад, 5 стаття про колективну оборону не застосовується до Гаваїв, які є під протекторатами, і це частина Сполучених Штатів. Але країни НАТО кажуть, якщо у вас там на Гаваях будуть проблеми, ми, європейські країни, до цього не маємо відношення, бо це дуже далеко. І Сполучені Штати на це пішли, вони самі взяли на себе зобов'язання. Тобто вибіркове застосування територіальної, вибіркове застосування 5 статті статуту НАТО вже існує. Більше того, наприклад, 5 стаття не застосовується до окремих територій Іспанії. У них є свої території заморські, недалеко від Африки. І от щодо цих анклавів африканських, які належать Іспанії, так само не застосовується 5 стаття. Якщо там щось станеться, Іспанія буде з цим розбиратися сама. Хоча до самої Іспанії це, безперечно, застосовується. От такі речі вже існують в НАТО і зараз розглядаються щодо Грузії. Тому якщо вам розказують, що НАТО не готово нас приймати, я впевнений, що це ті самі люди, які ще кілька років назад вам розказували, що НАТО – агресивний блок. І що там, де є НАТО, там війна. Там, де є НАТО, насправді, там є мир і безпека. І Україні туди просто треба послідовно йти. Тому не вірте різним брехунам. Якщо мати політичну волю, будь-яка країна може приєднатися до цієї організації. Вы говорили до вопроса телезрителя про буферный период. Что вы имеете в виду в оккупированном Крыму? Вернее, вже в освобожденном от окупації Криму. Коли після Другої світової війни Німеччина позбулася фашизму, вибори там відбулись не одразу. Яка була логіка? Логіка, ну я не кажу про ту частину, куди прийшли радянські війська, там виборів не було до падіння Берлінської стіни, але от ту частину, західну частину Європи, Західної Німеччини, яку звільнили союзники, вона теж не одразу отримала вибор. Західні союзники, Сполучені Штати, Великобританія, вони вважали так, що за останні багато років, коли Німеччина була під владою фашизму, німці взагалі не розуміли, що відбувається. Багато з них не могли отримати збалансовану інформацію, бо це був тоталітарний режим. Тому треба взяти там, що пройшло пару років, і тоді, коли німці отримують повну інформацію, що відбувалося в їхній країні, тоді там мають бути вільні вибори. І тоді вибори відбулись, справді, не одразу. От такий буферний період, очевидно, на моє переконання, має бути застосований і на окупованих територіях після їхнього звільнення. Щоб люди могли шанс отримати збалансовану інформацію. Ну, проведи там зараз одразу після звільнення вибори, ну люди навіть не будуть знати, за кого голосувати в Україні. Ну вони взагалі забули, що таке вільні вибори. Тому їм треба дати шанс отримати збалансовану інформацію, щоб там запрацювали українські засоби масової інформації, щоб там запрацювали українські політичні партії,
Щоб люди, які проживають на окупованих територіях, зокрема в Криму, хоча б могли елементарно приїхати в Україну і побачити, що там не звірі, фашисти, як розказує російська пропаганда, живуть, а просто нормальні люди. Тому якийсь час має бути буферний час, щоб люди просто могли отримати інформацію. І там запрацювали українські політичні партії, загальноукраїнські політичні партії. І тоді можна проводити вибори. Тому я переконаний, ця історія має бути. І я вважаю, що, звісно, треба провести розслідування, адже хто його знає, яка там агентура і що там відбувалося за ці роки. Адже за той час, коли ці окуповані території перебувають під Російською Федерацією, там роздавалось дуже багато російських паспортів. Ну ми ж не хочемо, щоб в українських виборах в частині території взяли участь громадяни Російської Федерації і завжди там отримали владу. Тому що, як мінімум, має пройти якийсь час, щоб ми принаймні провели розслідування і гарантували, що в виборах на, сподіваюсь, колишніх окупованих територіях візьмуть участь лише громадяни України. Це правильно. Ми ж не хочемо нових проблем з тим, що там буде сепаратизм. Тому от для цього і потрібен певний буферний період. Благодарю вас за эту позицию. Сергей Таран, политолог, был с нами на связи. Сейчас к нашему разговору подключается Владислав Селезнев, военный журналист, в прошлом военный. Добрый вечер, Влад. Да, добрый вечер. Хотел с вами обсудить такую новость. Россия тестирует на Черном море новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, которая охватывает всю акваторию Черного моря и автоматически определяет данные о принадлежности кораблей, заходящих из Средиземного моря, фиксирует их перемещение. Хочется узнать ваш профессиональный взгляд, вашу профессиональную оценку на эти действия, насколько это серьезно и насколько это увеличивает, скажем так, напряжение в Черноморском регионе. Роман, те действия, которые в настоящее время совершает Российская Федерация, они в активной фазе находятся с весны 2014 года. Именно с этого периода Российская Федерация считает, что Черное море — это внутреннее море Российской Федерации. Поэтому она все делает для того, чтобы взять акваторию Черного моря под полный свой контроль. Безусловно, определенными позициями раздражителей для Российской Федерации являются страны, которые входят, причерноморские страны, которые входят в состав НАТО, Румыния, Болгария, Турция, а также страны, которые являются кандидатами в члены НАТО, Грузия и, соответственно, Украина. Но, тем не менее, Российская Федерация все делает для того, чтобы полностью держать под контролем акваторию Черного моря, потому что мы понимаем, что геополитические амбиции Российской Федерации, они простираются намного дальше Азовского и Черного моря. Они уже себя видят и в акватории Индийского океана. Безусловно, Российская Федерация хочет полностью контролировать акваторию Средиземного моря. Поэтому все инновации, которые на сегодняшний день реализовываются в рамках усиления военно-морского присутствия Российской Федерации в акватории Черного моря, они полностью ложатся в концепцию дальнейших достаточно агрессивных действий Российской Федерации именно в сфере военно-морского направления. Как вы оцениваете тогда возможности натовского флота, который постоянно там присутствует, в состоянии ли, вернее, как воспринимает его Россия? Серьезно ли, как серьезную угрозу? Безусловно, Российская Федерация крайне нервно воспринимает информацию о заходах в акватории Черного моря кораблей стран-членов НАТО, потому как, согласно Конвенции Монтрея, корабли иных стран, не входящих в список стран при Черном море, не имеют права находиться более определенного периода. Но, тем не менее, военные корабли стран-членов Североатлантического альянса с завидной регулярностью находятся в акватории Черного моря. Это вызывает определенное раздражение со стороны Российской Федерации. Это отвлекает достаточно серьезные силы, средства и ресурсы, в том числе финансовые ресурсы у Российской Федерации, потому как она вынуждена задействовать и корабли сопровождения, и задействовать соответствующие средства разведки всех типов для того, чтобы следить за маневрами натовских кораблей в акватории Черного моря. Опять же, мы понимаем, почему все это происходит. Потому что Российская Федерация
самоуверенно считает акваторию Черного моря своим внутренним морем. Поэтому всячески пытается выдавить иных участников этого процесса из акватории, и для этого не брезгуют никакими средствами, методами, и в том числе проводя определенные агрессивные и провокационные действия. Мы знаем немало примеров, когда авиация Черноморского флота Российской Федерации совершала достаточно опасные маневры вблизи самолетов разведчиков стран-членов НАТО. Мы знаем ряд примеров, когда Российская Федерация совершенно необоснованно закрывала определенные районы Черного моря с целью якобы проведения учений. То есть ситуация достаточно сложная, но опять же, благодаря консолидированной позиции коллективного Запада, условно так назовем, благодаря постоянному присутствию кораблей членов Североатлантического альянса в акватории Черного моря, Россия не может настолько безнаказанно и совершенно наглым образом вести себя в акватории Черного моря, потому как понимает, что противодействие есть, противодействие достаточно серьезное. И на сегодняшний день мы наблюдаем относительный баланс сил. Но, опять же, возвращаясь к вашему первому вопросу, Российская Федерация продолжает наращивать свое военное присутствие в акватории Черного моря. И к чему это в дальнейшем приведет? Ну, только к обострению ситуации в регионе, потому как мы понимаем, что количество геополитических игроков, которые имеют достаточно мощный флот в акватории Черного моря, это все, собственно говоря, позволяет нам быть уверенным в том, что ситуация и далее в акватории Черного моря будет обостряться. Мы буквально за несколько минут до того, как связались с вами, говорили с Сергеем Тараном о необходимости стремиться в блок НАТО, чтобы чувствовать эту поддержку военную, в том числе и не опасаться угрозы. Вот вам, как военному журналисту, как человеку, который прослужил много лет в вооруженных силах Украины, со стороны, я сейчас не беру политический аспект, а беру чисто военный. Наши вооруженные силы, которые вроде бы реформируются, готовы и уже перенимают стандарты НАТО. Готовы ли они, вот прям если вдруг завтра надо будет уже вступать в этот альянс, готовы ли они? Безусловно, потому как, Роман, мы должны понимать, что в составе Североатлантического альянса находятся страны с разным уровнем военно-технического обеспечения и военно-технической подготовки. Например, Албания, она уже много лет является членом НАТО, хотя уровень подготовленности ее армии все-таки на порядок ниже украинской армии, которая уже 7-й год принимает непосредственное и активное участие в боевых действиях на востоке нашей страны. Поэтому, что касаемо подготовки украинских военнослужащих, безусловно, да, мы готовы. Что касаемо тех процедур, которые страна-участник НАТО должна реализовывать, безусловно, да, и все эти процедуры, стандарты, алгоритмы отрабатываются в течение достаточно долгого периода времени. Я скажу больше, в 2014 году подразделения морской пехоты, дислоцируемые в Феодосии, в Крыму, уже были задействованы в ряде операций, которые организовывались и проводились под руководством Североатлантического альянса. То есть опыт взаимодействия украинских вооруженных сил и стран, членов Североатлантического альянса, уже достаточно большой, поэтому у меня в этом плане сомнений нет. Далее, я так понимаю, все зависит от политической воли участников Североатлантического альянса и того баланса сил. Мы понимаем, что стремление Украины, равно как и Грузии, к членству в НАТО, оно вызовет крайне негативную, крайне резкую и не всегда прогнозируемую до конца реакцию Российской Федерации к этому процессу. Ну, когда вы говорите, что мы готовы к этим стандартам, можем об этих стандартах поговорить? Вот каким критериям мы сегодня соответствуем? Я так понимаю, речь идет о системе управления, да, ну, я сейчас, Система управления, система организации боевой подготовки, система логистики, то есть обеспечения вооруженных сил, система организации
боевой подготовкой, система организации и управления подразделениями во время проведения тех или иных войсковых операций. То есть порядок критерий, он достаточно большой, включает в себя десятки пунктов. Но по ключевым позициям взаимодействия между странами-участниками НАТО и украинскими вооруженными силами эти процедуры стандартны, сертифицированы, синхронизированы, и ежегодные учения, которые проводятся на юге нашей страны, общих названий имеет Сибриз. Каждый год они проводятся с участием морской, сухопутной компоненты украинских вооруженных сил, авиация в том числе, свидетельствует о том, что украинские вооруженные силы способны действовать по тем нормам и правилам, принятых в Североатлантическом альянсе, действовать эффективно, и всякий раз наши западные партнеры говорят о том, что украинские военнослужащие достаточно серьезно и профессионально подготовлены для выполнения задач. И когда мы говорим о том, что в настоящее время на территории Украины работает ряд инструкторских миссий стран-членов Североатлантического альянса, также мы должны помнить о том, что определенный опыт современной войны, опыт операций Объединенных сил наши западные партнеры перенимают у украинских военнослужащих. Ну, мы можем очень много говорить об этом, но иногда, когда появляются в сети фотографии, я сейчас могу, конечно, ошибиться с названием полигона «Широкий лан», по-моему, когда мы видим палатки в грязи. Боль вооруженных сил Украины. И я, будучи руководителем пресс-службы Генерального штаба, принимал участие в разруливании того конфликта 2014-2015 год, когда в совершенно скотских условиях находились наши военнослужащие, опять же, только лишь потому, что руководство полигона, службы логистики, которые отвечали за соответствующее обеспечение процесса на полигоне Широкий лан в Николаевской области, просто кто самоустранялся, а кто просто на этом зарабатывал. Далее мы помним достаточно масштабные программные и широко распиаренные проекты, связанные с реконструкцией полигона Широкий лан. Потом был ряд не менее громких уголовных дел, когда оказалось, что деньги, выделенные из госбюджета, просто разворовывались на строительстве современного военного городка. И буквально неделю или полторы назад нынешний министр обороны Андрей Таран заявил о том, что инфраструктура полигона, именно места для размещения личного состава, такие отремонтированы, приведены в надлежащий вид. И теперь на Широколанском полигоне созданы пристойные умовы для размещения, для проведения боевой подготовки личного состава. Если говорить об уровне боеспособности, когда были активные боевые действия, мы видели стойкость наших добровольцев и вооруженных сил в том числе. Сегодня мы получаем уже летальное оружие, которое поможет нам в борьбе с агрессором. Но вот многие, кстати, это летальное оружие критикуют. Например, если говорить о катерах Айленд, их критикуют за то, что это чуть ли не списанные катера 80-х годов постройки, что стингеры, они уже тоже не отвечают самым современным требованиям. В то же время мы не ставим на широкий поток производства наших ракет, таких там Вильха, Нептун. Как вы оцениваете боеспособность и качество вооружения? Что касаемо организации работы оборонно-промышленного комплекса нашей страны, то, безусловно, без матерных слов об этом процессе говорить крайне сложно, потому что кумовство, коррупция, неоднозначные лоббистские решения при выборе поставщиков для вооруженных сил Украины, к сожалению, все это имеет место быть, о чем ярко свидетельствуют события, связанные с организацией государственного оборонного заказа на 2020 год. К сожалению, к этому процессу причастны и высшие военные руководители нашей армии. Об этом журналисты, расследователи часто рассказывает, но, к сожалению, реакции из самого главного офиса нашей страны, офиса президента, на вопиющие факты коррупции, к сожалению, никакой нет. Безусловно, это проблема, потому как ориентироваться на вооружение, которое нам поставляется нашими западными партнерами по остаточному принципу,
это путь никуда. Мы имеем достаточно серьезную научную и промышленную базу для производства современных беспилотных летательных аппаратов, но при этом делаем акцент и подписываем договор о сотрудничестве с нашими китайскими партнерами. Безусловно, межгосударственные связи — это очень важно, но не менее важно поддерживать отечественного производителя. Безусловно, наш отечественный производитель выпускает достаточно серьезные образцы вооружений, техники, современной техники, но тем не менее, не имея соответствующих лоббистских контактов, вывести на госзаказ эту технику, оборудование крайне сложно. И это, безусловно, проблема. Ну и на сегодняшний день, как по мне, единственная возможность достучаться до самого высокого уровня в нашей стране можно только с помощью, потому как тот самый информационный вакуум, та самая круговая порука на определенном уровне министерством или уровне генерального штаба при принятии решений, к сожалению, она не позволяет вести честную конкурентную борьбу между производителями, которые в самом деле предоставляют эффектную, эффективную, качественную технику, и теми производителями, которые просто имеют соответствующие лоббистские контакты и, соответственно, продвигают в такой способ свою технику, которая иногда в ходе сравнительных показывает более слабые результаты. Благодарю вас, Влад, за то, что были с нами на связи. Владислав Селезнев, военный журналист. А мы возвращаемся к теме, о которой мы уже говорили. Это пресс-конференция российского президента Владимира Путина. Он там говорил и о Донбассе, и говорил о том, что в Крыму достаточно воды и просто нужно знать, где искать. Об этом мы поговорим чуть подробнее. А сейчас хотелось бы обсудить такую тему, как отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Наверное, многие уже прочитали или услышали эту фразу, которая, наверное, станет достаточно популярной, когда у Путина спросили по поводу отравления ФСБшниками российского оппозиционера, он сказал, что хотели бы, довели бы дело до конца. Вот давайте послушаем, что сказал Владимир Путин. Первым и в этом случае это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент Берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Так, Владимир Путин прокомментировал еще и расследование Bellingcat о том, как ФСБшники организовывали это покушение на Алексея Навального. Стало известно, что это было несколько человек, которые под вымышленными фамилиями, с поддельными паспортами следили за Навальным во всех его поездках. И в этих поездках они как раз и отравили Алексея Навального новичком. Это установило немецкие токсикологи в Германии. Эту тему мы обсудим с Александром Подробинником, публицистом и журналистом, правозащитником. Он с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, конечно, много можно об этом говорить, но вот есть одна фраза, которая, скажем так, часто звучит из уст Путина, когда он комментирует такого рода убийства. В данном случае, слава богу, не убийство, а покушение на убийство. Когда он говорит, а нам это невыгодно, а нам это зачем, а вот если бы хотели, то сделали бы. Может ли это действительно как-то оправдывать такая аргументация, то, что произошло и то, что стало известно? Вы меня слышите? Мне кажется, что аргументация — это вообще не тот конек,
которым силен господин Путин. Когда-то на одной из предыдущих пресс-конференций или ежегодных докладов он как-то с таким задором сказал, что вот если нас обвиняют в чем-то нехорошем, давайте имена, пароли, явки. Это стало мемом таким, имена, пароли, явки. И вот ему сейчас дали имена, пароли, явки, полный расклад всего события, покушения на Алексея Навального. Он не нашел ничего лучше на это, чем ответить не по существу, не кто организатор, не как это происходило, а то, что Навальный сотрудничает с американскими спецслужбами, не приводя при этом никаких аргументов, никаких доводов, никаких фактов. Это характерный стиль вообще для чекистов, для госбезопасности, когда их обвиняют в чем-то конкретном, они уходят от ответа, от прямого ответа и говорят о чем-то совершенно потустороннем, о связях с империализмом раньше говорили, сейчас говорят о связях с американской разведкой. Ну, вот хотелось бы ему тоже спросить, вот давайте имена, пароли, явки, да, обвиняете Навального в сотрудничестве со спецслужбами, приведите какие-нибудь доказательства, хотя бы близкие по уровню к тому, которые приведены в расследование Bellingcat, Insider, CNN. Но ничего этого нету. Это чистая риторика, чистая пропаганда. А к нашему разговору подключается Марк Фейгин, общественный политический деятель. Добрый вечер, Марк. Рад приветствовать. Хотелось бы поговорить еще и вот о таком явлении, как миф о такой качественной репрессивной структуре ФСБ, которая вот как монстр всемогущая и способна совершить любое действие на территории чуть ли не любой страны. Не кажется ли вам, что вот неудачная попытка с Навальным, неудачная попытка со Скрипалями как раз-таки говорит об обратном? И да, и нет. Потому что нужно понять, ну, точнее, разделить две вещи. Исполнители, которые, в общем, стали известны благодаря расследованию Навального, и, кстати, абсолютно безразлично, откуда поступила информация, мог ее просто зайти человек, неважно от кого, и сказать: а вот я знаю, на тебе фамилии. И дальше уже они начали копать. Bellingcat, я имею в виду, не Навальный. Навальный-то точно к этому не имел никакой связи и отношения, если даже такое было бы возможно. Опять же, об этом умозрительно можно судить. А что касается дееспособности российской разведки, так вы понимаете, ее достоинство не в том, что ее исполнители могут работу выполнять некачественно. Там, в случае, например, с Скрипалями этим занималась ГРУ, например, да, и они от себя отпихивали. СВР даже делал заявление о том, что это не мы не имеем к этому никакого отношения. Суть здесь та, что они всегда готовы вот к такого рода действиям, нарушая все законы, внутренние, международные и так далее. И вот это придает им силы, понимаете? Ну, сегодня не получилось, завтра получится. Тут сработали не очень. Ну, так кто сказал, что мы не повторим это снова? Потому что, ну, по логике вещей, после Скрипаля они должны были вообще забыть такое слово даже «новичок». Ну, в нормальной системе, ну, не получилось. Больше никогда к этому не прибегать. Никогда не давать повода обвинять себя в подобных же повторении действий, да? Но они же не парятся, они же по новой это все делают. И тем более Навальный, я думаю, что он прав в том, что говорит, что несколько лет шла оперативная работа в отношении него, и там один из медиков, это что за оперативники, медики? Это когда это в ФСБ для обеспечения наружного наблюдения и всего остального обязательно надо было использовать медиков. На кого это, на какого дурака это рассчитано? Я думаю, что, вы понимаете, они не переживают от того, что у них не получилось в этот раз довести дело до конца. Путин же закончил ответ на вопрос про Навального тем, что захотели бы, ну, она уже расхожая, эта версия, ее пропагандист повторяет на все лады уже несколько месяцев, но он сказал, что если бы захотели, то, конечно, бы отравили. Это означает, что, собственно, никаких проблем нет, ну, сегодня не отравили, завтра отравим. Это именно так надо читать. То есть даже нет такого понятия, что мы не можем это делать, потому что это незаконно. Он не обсуждает этого. Вот смотрите, в чем особенность, об этом Саша сейчас сказал. Ведь никогда Путин не отвечает по существу. Он, знаете, как отвечает? Ему задают конкретный вопрос, или речь идет о конкретном расследовании, он говорит, начинает рассуждать, кому это выгодно. По принципу. Это, безусловно, их готовили в этом Андроповском институте именно так. А ты никогда, ты дурака валяй, там, паразитируй, манипулируй, что угодно говори, не отвечая на вопрос.
Их этому учили. Вот он какую методологию усвоил, он сразу начинает говорить, что это выгодно Америке, которая нас обвиняет. Это месть, он сказал, в частности, относительно расследований, выше он сказал о расследованиях проекта, относительно его зятя Шамалова, относительно любовницы Кривоногих. Он же отвечал как? Это американцы мне мстят за то, что они думают, что наши хакеры от военного разведывательного ведомства, значит, торпедировали американские выборы в 2016 году. Вы понимаете, какая логика абсурдная? Что это и тогда не так было, и теперь это все не так, и так далее. То есть, по существу своему, человек пытается, так сказать, какими-то странными приемами, которые, по-моему, не работают, уж точно на Запад уже очень давно, пытается увести в сторону разговор от предмета. Да, травили или не травили. Собственно, от него требуется только это. И вы знаете, на внутреннюю аудиторию это работает. Внутренняя работа, они сразу переключаются, начинают говорить, ну да, это же американцы, им выгодно, и вот они теперь вбрасывают какие-то версии и так далее. А суть-то простая. Если возбудить уголовное дело, действовать по закону чисто, оно должно быть возбуждено. Этих людей надо допросить. Они могут сказать, что мы никого не травили. Мы отказываемся давать показания по 51-й. Но допросить-то их обязаны. Это не то, что желание или нежелание. Если потерпевший указывает на этих лиц, что они причастны к его отравлению, их просто обязаны допросить. А если их не допрашивают, это должностное преступление. Понимаете? Александр, а вот если говорить о впечатлениях, о том, как мимикрирует режим, скажем так, ведь могут же сказать, что вот смотрите, у нас демократическая пресс-конференция, мы можем задавать вопросы и про Навального, мы можем задавать какие-то любые там вопросы, связанные с коррупцией. Вот что это значит ли, что это меняется какая-то тактика или режим становится демократичнее? Александр, к вам вопрос. Роман, я думаю, что к демократии это не имеет никакого отношения. Ну, во-первых, потому что эта пресс-конференция устраивается властями, устраивается администрацией президента, а демократия все-таки предполагает наличие каких-то общественных, государственных институтов, которые помогают в государственном управлении. Так что к демократии это никак не относится. Сегодня у него хорошее настроение, он поговорит о Навальном как о берлинском пациенте. В другой день он, может быть, даже назовет его по имени. Навальный, он никогда еще ни одного раза не назвал его так. Да? Это у него такая его, знаете, барская воля. Я бы хотел еще вернуться к одному нюансу на ваш вопрос о дееспособности органов госбезопасности сегодня, насколько они дееспособны. И я бы хотел обратить внимание на то, что мы знаем о случаях неудачных, о провалах их. И об этом становится широко известно, и об этом все говорят. Но об успешных случаях, когда убийства остаются не только безнаказанными, но и просто неизвестными широкой общественности, я думаю, их достаточно много, мы ничего не узнаем. Надо все-таки исходить из того, что мы в этой сфере не вполне информированы, не полностью информированы. Поэтому может сложиться впечатление, что они такие абсолютные неумехи и ничего не могут сделать, убить оппозиционера и то не могут. Да? Но если посмотреть на мартиролог политических убийств за последние 20 лет, это довольно внушительный список. А скольких мы еще не знаем. Марк, вот если говорить об этой пресс-конференции, о вопросах-ответах, вот какое у вас складывается впечатление? Насколько дальше от реальности российский президент? Вы знаете, ничего существенно нового по сравнению с предыдущими такими же мероприятиями, проводимыми Кремлем, я не обнаружил. Он опять продолжает бубнить одно и то же. Причем, вы понимаете, я повторяю, эта манера подачи, она, кстати, работает. На внутреннее потребление она работает. Они, значит, выдергивают какую-то куклу, выходит человек и говорит, вы знаете, вот у нас тут где-то в Рязани или где-то машина скорая не доехала. Он говорит, так, погодите, я записываю, не торопитесь. Что это за уровень разговора? Совершенно понятно, что на 99% это мероприятие, если не на 100, да, оно срежиссировано. То есть там и те, кто задает вопросы, и то, что он отвечает, все заранее и давно написано. Вот эти цифры, которые якобы он по памяти, значит, перечисляет, сколько там чего-то там произведено, сколько, значит, починено, сломано и так далее,
Ну, конечно же, он ничего не помнит на память. Ему просто выводят через телесуфлер заранее известные, так сказать, уже ответы, которые, так сказать, на заранее известные вопросы. И поэтому это все театральное представление. Иллюзии питать, что там он где-то импровизирует или, значит, действительно обладает какими-то уникальными знаниями. Ну, пусть он выйдет хоть раз на настоящее, значит, беседу, которая не срежиссирована. Он даже на срежиссированных беседах часто плавает. Вот если вы видели, Ванденко, по-моему, его фамилия, журналист какого-то государственного агентства сделал с ним несколько циклов интервью, где он вообще поплыл конкретно. Я даже не знаю, как они умудрились это выпустить, потому что этот Ванденко, он, видно, такой ироничный тип, там себе на уме такой, да, хоть он и на государственные денежки живет, но человек хитрый очень. И, конечно, ему было обидно бы, пользуясь такой возможностью, его выпустили как Берлагу, знаете, в известном произведении, и он решил, значит, сыграть свою игру небольшую. И даже там, вот на такой срежиссированной истории, вот посмотрите, если это будет кому-то интересно, это очень интересный феномен. Путин не способен к мало срежиссированным диалогам. Не то чтобы, если бы вдруг ему начали вопросы задавать такие, как я, там, Навальный, вот Саша Подробинник начал бы ему задавать вопросы. Чего бы от него бы осталось? Мы бы увидели совсем другого, так сказать, испуганного старичка, который одной ножкой в могиле, и он еще, значит, будет крутиться и оправдываться. Потому что все, что там происходит, это подобострастный, организованный, срежиссированный спектакль, понимаете? Там заглядывают в рот, какой вы, значит, Владимир Владимирович и так далее. Он еще просто ни разу не нарвался, просто не было ни разу в его жизни настоящего диалога с настоящим политическим оппонентом. Он и в выборах ни разу не участвовал, потому что в России там уже 20 лет никаких выборов нет, понимаете? Поэтому я бы сказал, что ничего нового нет. То, что они акценты как-то так особенно распределяют, и что он где-то, так сказать, поднажимает, где-то что-то изображает откровение или удивление. Повторяю, это все наиграно, это все не настоящее. Кстати, раз вы уже заговорили о вопросах, вам обоим вопрос. Что бы вы спросили у Путина, Александр? Ну, я бы как минимум... Александр, извиняюсь. Ну, давайте по очереди. Да, сейчас Александр, а потом вы, Марк. Ну, хорошо. Нет, вы знаете, у меня к нему вопросов нету. Я бы, может быть, только спросил его, как он относится к перспективе судебного преследования против него. Марк, А так вопросов нет. Он довольно ясный человек. Нет, но это совершенно справедливо. Там уже после 20 лет спрашивать уже не о чем. Это действительно так. Вот. Но если говорить гипотетически, что бы следовало бы его спрашивать на таких пресс-конференциях, его бы следовало спрашивать о его гигантских состояниях, которые распределены, значит, по всему свету через доверенных лиц. И он выступает по отношению к ним бенефициарам. Его бы следовало спросить о его прошлой деятельности в Санкт-Петербурге, как он торговал налево-направо, значит, квотами за эту помощь гуманитарную, которую они переторговали вместе с бандитами, о его отношениях, как его привели к Собчаку, группа бандитов питерских, и организовала его заход, значит, в мэрию в качестве помощника Собчака, и так далее, и так далее. У нас гигантское количество вопросов, и они все к нему адресованы, и ни разу ему в лицо публично не задавались. Я уж не говорю про, так сказать, остальные вещи, которые не менее чудовищные относительно его там сексуальной ориентации, заканчивая, значит, сомнительных любовниц. Марк, на все эти вопросы он бы ответил, что ты агент МИ-6 или ЦРУ. Я знаю, что он так ответит. Да, или, как вы говорите, Саша, может быть, придет время, когда мы его с тобой будем по-другому допрашивать, когда по-другому нам придется отвечать. Даст Бог, конечно. Спасибо вам за этот интересный разговор. Александр Подробинник и Марк Фейгин, гости были нашего эфира. А мы продолжаем тему и будем сейчас говорить о ситуации в оккупированном Крыму. Там продолжаются суды над крымскими татарами, так называемые суды по сфабрикованным делам. И вот сегодня рассматривалось так называемое дело по третьей бахчисарайской группе. Это крымские татары, которых обвиняют в терроризме, в участии в террористических организациях. Речь идет о том, что 11 марта 2020 года в Бахчисарае были обыски сразу в нескольких домах крымских татар: Анвера Мустафаева, Амета Сулейманова, братьев Ситумера и Османа Ситумеровых, их дяди Рустема Ситумерова. А также обыск был проведен
в доме нашего сотрудника, нашего ведущего и нашего журналиста Сейтумера Сейтумерова. И из-за этого он был вынужден выехать сюда на материк. Энвера Мустафаева после допроса отпустили, а Сейтумерова, Мета Сулейманова, в общем, всех обвиняют в организации и деятельности террористической организации. Вот подробности сегодняшнего суда мы узнаем у Лилии Гимиджи, у адвоката. Добрый вечер, Лилия Ханум. Добрый вечер. Что сегодня было в суде? Сегодня состоялось первое судебное заседание по существу, по обвинению тех лиц, которых вы перечислили. На сегодняшнем судебном заседании должно было предъявляться обвинение, и, собственно, должны были мы высказывать свое отношение, мы и наши подзащитные, к предъявленному обвинению. Заседание началось, естественно, с разъяснения регламента и с заявления ходатайств. Первое ходатайство, собственно, все судебное заседание, оно было объявлено открытым, но при этом не пустили ни одного родственника, которые приехали в качестве слушателей, не пустили ни одного представителя СМИ. И, собственно, одно из ходатайств заключалось в том, чтобы обеспечили проведение заседания, при проведении заседания гласность. Мы предложили несколько вариантов суду. Это и онлайн-трансляция в сети интернет для неограниченного круга лиц. Это и возможность запустить одного из представителей средств массовой информации, у которого есть справка на отсутствие коронавирусной инфекции, с тем, чтобы он на свои технические средства вел трансляцию в интернет для всех слушателей, которые прибыли. Каждый из защитников аргументировал своими, скажем так, фактами, но суд сослался на то, что, несмотря на то, что заседание открыто, но есть угроза заражения коронавирусной инфекцией, именно поэтому в целях обеспечения безопасности и здоровья, собственно, заседание проводится в таком режиме, когда участвуют только непосредственные участники. При этом нужно отметить, что между защитниками не было социальной дистанции, между подзащитными она не соблюдалась. Некоторые из сотрудников конвойной службы находились без масок. Говорить о том, что данное судебное заседание прошло с полным, скажем так, применением мер, которые бы обеспечивали снижение угрозы риска заражения коронавирусной инфекцией, не было. Но при этом и гласности тоже не было, и мы считаем, что это существенное нарушение. Это нарушение норм международного права, в частности, Европейской конвенции и Международного пакта о гражданских и политических правах. Также ходатайства заявлялись о том, чтобы наши подзащитные, два брата Сейтумеровых и их дядя Рустем Сейтмеметов, не содержались в так называемой клетке, находились рядом со своими защитниками. Содержание в клетке унижает их честь и достоинство. И, собственно, действует в отношении них принцип презумпции невиновности. В этом ходатайстве также было отказано. И в сегодняшнем судебном заседании продлевалась мера пресечения моему подзащитному Амету Сулейманову. 17 числа истекает срок содержания. 22 числа истекает срок содержания под домашним арестом Амета Сулейманова. И сегодня суд продлил ему данную меру. Мы говорили о том, что участвуя в судебных заседаниях в городе Ростове-на-Дону, Федеральная служба исполнения наказания обеспечивает доставку моего подзащитного непосредственно по времени судебного заседания. В
Вчера в 3 часа дня Амир Сулейманов вместе с сотрудником СИН на служебной машине Федеральной службы исполнения наказаний выехали в город Ростов-на-Дону. Они практически больше 10 часов находились в пути. Ночь Амир провел в машине. Возможности лечь не было, спать не было. В судебном заседании он не мог полноценно участвовать. Мало того, что у него плохое здоровье, так еще ему не обеспечены надлежащие условия. То есть он после ночи, более чем ночи в дороге, он должен был принимать участие в сегодняшнем судебном заседании. И после судебного заседания он также будет ночь будет находиться в пути. Для больного человека это достаточно серьезное испытание. Во время заявления ходатайства прокурора нам предоставили возможность поставить вопросы сотруднику СИН, и сотрудник СИН подтвердил, что они действительно с 3 часов дня находятся в пути. В Ростов приехали в половине 4 утра. До начала судебного заседания, до 10 часов утра они находились на стоянке, в машине, возможности спать не было. Сотрудники СИН переживают за здоровье моего подзащитного и тоже видели рациональное зерно в том, что просила сторона защиты, а именно обеспечить участие Сулейманова посредством видеоконференц-связи из Крымского гарнизонного военного суда, либо применить к нему меры ограничительного характера, то есть когда он сможет самостоятельно добираться в Ростов, и это можно будет делать гораздо проще, это можно сделать и на самолете, и он сможет остаться здесь на ночь, выспаться перед судом. Благодарю Эти вас. доводы суд не учел, да. Благодарю вас за такой подробный рассказ о сегодняшнем процессе над политическими узниками. И благодаря вашей работе как раз и это дело и получит необходимую гласность. Благодарю вас за ваш рассказ и за вашу работу. А мы сейчас обговорим еще одну новость. Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил 3 крымчан, которые содержатся в российской колонии в Ставропольском крае в России. Добрый вечер. Салям алейкум. Добрый вечер всем зрителям канала. Алейкум селям. Вам удалось увидеть 2, да, фигурантов этого первой бахчисарайской группы, Рустема Бельтарова и Зеврея Апсиитова, и осужденного по делу украинских диверсантов Алексея Бессарабова. Вот, Да, именно так. какие впечатления у вас от поездки? С Бессарабовым Алексеем мы виделись год назад, почти год назад, когда он по этапу пришел с Крыма через Пятигорск в эту колонию Кочубеевское, поселок такой. А с ребятами из Бахчисарайской первой группы мы виделись довольно-таки часто, пока шел судебный процесс. И в том числе здесь, в Ростове-на-Дону, он шел. То есть впечатления одни. Люди теряют здоровье на твоих глазах. Ты их видел 2 года назад, год назад, видишь сейчас. И ощущение, что время как-то быстро ушло. То есть как будто бы я их не видел 5-7 лет. То есть они выглядят совершенно старше, изможденнее. После ковида почти каждый из них потерял в весе. Ну, это такие реалии российской тюрьмы. То есть, какие у вас впечатления о тех условиях, в которых они содержатся? Ну, я, конечно же, не имею того допуска, как имеют, например, правозащитники, согласно своего мандата, и зайти посмотреть, например, камеру. Но то, что мне рассказывают ребята, то, конечно же, прежде всего, это невозможность получить медицинскую помощь в надлежащем измерении. То есть из-за этого все хронические болезни, они жутко обостряются. Из-за этого нет никакой возможности знать, что происходит со своим организмом. Зеври Апсиитов, он сам медик, он мне в глаза говорит, что я как медик, я понимаю, что происходит с моим организмом.
он быстро стареет, мои силы иссякают, потенциал организма еще есть, но насколько меня хватит, я не знаю. И отсижу я еще половину своего срока, а ему еще 4,5 года. То есть у Алексея Бессарабова срок 14 лет. То есть это почти билет в один конец, если же общими усилиями мы не сможем поддерживать, ну, насколько можем, наших ребят. А вот давайте поговорим про возможности. Какие возможности у вас, как у консула, есть? Как мы можем поддерживать ребят? Ну, пока они в судебном процессе, перед этим выступала Лиля Гемеджи, мы им предоставляем адвоката за счет государственного бюджета Украины. Когда судебный процесс закончился, и это уже 5-я группа, которая проходит через наши, скажем так, глаза, руки, нашу здесь опеку в Ростове, они отправляются, к сожалению, по этапу. Вот. Там уже мы находим способы хоть на какое-то время предоставить адвоката, ибо сама, скажем, привлечение адвоката, оно очень, скажем, имеет уже небольшое измерение. Человек осужден, он один из тех 1200-1300 осужденных, но еще с тяжестью статьи. То есть у всех ребят, из которых я перечислил, в этом году у них был адвокат. В Алексея 6 месяцев, у Зеври Сердаровича и Рустема Абельтарова по 3 месяца. Моя же участие — контролировать этот процесс, быть рядом, приезжать, насколько есть возможность. Из-за ковида это очень сложно. Предоставлять материальную помощь. В этом месяце мы перевели на счет каждого из них определенную сумму в российских рублях. Как мне рассказал Рустем, с такими деньгами мы можем как-то продержаться месяц. То есть деньгами или бюджета Украины, или тех же семей узников. Они предоставлены, собственно говоря, только самим себе, а именно купить какую-то витаминную продукцию, лук, чеснок, кефир, печенье, сгущенка. Ну, то есть те продукты, которые для нас, они в холодильнике, если есть другие. А для них это праздник, то есть покушать эту еду. Мы тут много слышали в конце года, в начале о планах возвращения наших политузников, об освобождении крымских татар из российских тюрем. Известно ли вам, вот уже несколько месяцев об этом ничего не слышно. Вам что-то известно? Идет ли какой-то процесс? Участвуете ли вы в нем? Нет, конечно же, консульская служба вне этого процесса, а именно переговорного процесса, или же с постановки этого вопроса на международном уровне. Сейчас параллельно с нашим разговором, вот на моем экране на компьютере, у нас сейчас проходит первый день совещания послов. И то, что я сегодня услышал от первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джепар, от руководителей нашего государства, от депутатов Верховного Совета Рустема Умерова и других, как раз об этой проблематике. То есть международная адвокация в защите наших узников, крымских татар, других граждан Украины, которые сейчас пребывают на территории Российской Федерации, как мы это называем, по политическим или религиозным преследованиям. Вот. Моя же здесь задача на месте, в этом Ростове и на территории консульского округа Юга России, а коллег, соответственно, в Москве, Башкирии и другими регионами, где есть наши ребята с Крыма, всячески их поддерживать и, скажем, помогать им пережить эти тяжелые испытания для них и для их семей. Я же надеюсь, я себя скажу, что это компания, которая сейчас активно как раз имеет новые, как бы сказать, измерения, а в силу нашего совещания руководителей посольств, генеральных консульств, я думаю, оно будет тоже иметь дополнительное такое усиление. Но же, конечно же, здесь мы не обойдемся без Российской Федерации. Мы имеем западных партнеров, которые нас поддерживают, но решение должно быть обоюдное. То есть мы должны наших ребят освободить, забрать. В этом году у меня только один успешный кейс, если можно сказать, когда я на пороге колонии в Ростовской области встретил Наримана Мемедеминова и сопроводил его вместе с адвокатами
уже с территории консульского округа, скажем так. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Тарас Малышевский, консул, генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону, был с нами на связи. Я еще раз благодарю вас за участие в нашем эфире. А мы переходим к другой теме. В оккупированном Крыму обнаружили 429 новых случаев заболевания COVID-19. Еще 13 человек умерли из-за этой болезни. Так отчитываются оккупанты о состоянии на полуострове. И вот по данным оккупационных властей полуострова, за время пандемии коронавируса ее диагностировали у 20 тысяч крымчан, еще 600 человек скончались на полуострове. А на материке, по последним данным, выписывают больше, но госпитализированных еще много. 14 тысяч инфицированных обнаружили только за эти сутки. Еще 252 человека умерли в результате болезни, а выздоровели почти 13 тысяч человек. И вот среди выздоровевших и победивших эту болезнь будет наш следующий собеседник. Он мне уже подсказывает, он уже с нами на связи. Это председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Селям алейкум, Рифат ага. Алейкум селям, я немножко вас слышу очень слабо. Я говорил, что вы один из тех, кто победил коронавирус, преодолели эту болезнь, с чем мы вас и поздравляем. Ну и в связи с этим хотелось бы, вот как у человека, который пережил это, услышать ваш совет тем, кто болеет или, не дай бог, еще заболеет, как вести себя в этой ситуации. Такой короткий совет, что делать, и чтобы победить эту болезнь. Ну, если очень коротко, то, конечно, я не знаю, победил, не победил, по крайней мере, болезни сейчас нету. Я, прежде всего, признателен очень многим людям, которые меня в этом поддерживали. Что касается совета, те, кто беспокоится о том периоде, когда он может заболеть, а это беспокойство правильное, и его стыдиться не надо, надо просто знать заранее врача, с кем вы будете консультироваться. Вы должны доверять этому врачу и выполнять все его медицинские указания. Этот врач может быть на расстоянии. Вот, собственно, вот этот совет. И иметь очень хорошего врача, чьи предписания для вас будут обязательными, вести мониторинг своего здоровья в течение всего процесса болезни и избежать осложнений. Благодарю вас. Ну а теперь о политике. Возвращение оккупированных территорий, мир на условиях Украины. Так президент Владимир Зеленский назвал такие приоритеты украинской внешней политики на следующий год. Он призвал усилить сотрудничество с западными партнерами для продолжения и усиления санкций против России. Он также рассчитывает на привлечение агрессора к ответственности в международных судах и помощь союзников в восстановлении разрушенного Донбасса. Он добавил, что Украина хочет мира, но хочет его на своих условиях. И проукраинская коалиция в мире должна только расширяться. Он назвал успехом создания такого формата переговорного, как Крымская платформа, и призвал украинских дипломатов продвигать эту платформу среди как можно большего количества государств. Вот давайте послушаем, что сказал президент Владимир Зеленский. Мы можем послушать президента? Подскажите мне, пожалуйста. Синхрон Владимира Зеленського. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації. І це не лише ворожі дії проти нашої незалежності, проти України. Це виклик усій, ми вважаємо, цивілізованій світовій спільноті. Маємо ставити питання відновлення територіальної цілісності України і повернення Донбасу та Криму. Світова коаліція на підтримку України має зберігатись, має збільшуватись, має зміцнюватись. Как вы оцениваете риторику Владимира Зеленского? Заметили ли вы, что она изменилась с началом его президентской каденции? Он чаще стал говорить о Крыме, уже называет войну с Россией войной.
И если вот так можно подытожить этот год, год борьбы за деоккупацию Крыма, вот какую бы вы оценку поставили этой борьбе? Риторика президента Зеленского за этот период, с момента его избрания в отношении российско-украинской войны, не могла не измениться. И самой главной причиной вот этого изменения есть позиция Москвы, которая пытается поставить Украину окончательно на колени и хочет это сделать руками президента Зеленского. Президент Зеленский это осознает, и поэтому он не может занять иную позицию, как позицию защиты территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Ну, вот если говорить об этой позиции и о действиях власти по деоккупации, что бы вы назвали в плюс, что в минус? Я бы назвал бы плюсом то, что сейчас мы все вместе, и власть, и Меджлис крымско-татарского народа, и украинское общество в целом, мы предпринимаем новую попытку для того, чтобы непосредственно приступить к деоккупации Крыма. И эта попытка сейчас на уровне инициативы, которая начала реализовываться. И первый этап — это привлечение или вовлечение наших основных партнеров в формат Крымской платформы. Я очень надеюсь, что этот этап будет успешным, и в наступающем 2021 году состоится саммит глав государств, которые поддержат Крымскую платформу. Для меня лично и, надеюсь, для всех моих коллег, членов Меджлиса крымско-татарского народа, очень главным важным будет являться итог этого саммита. Мы исходим из того, что это не может быть, скажем так, в форме лишь некоего заявления, которое может быть жестче или более мягче, чем принимаемые сейчас очень правильные резолюции и Генеральной Ассамблеи ООН, или Совета Европы, или Европарламента. Это должен быть некий план действий, может быть, не очень такой большой, но конкретный, что должен делать мир для того, чтобы заставить Россию возвратиться в рамки международного права. Если исходить из того ощущения, которое у меня лично есть по просмотру сегодняшнего так называемого всероссийского интервью господина Путина, более 4 часов, или я не знаю, сколько он там вещал, но я посмотрел те моменты, которые касались Крыма, Донбасса. Путин ведет себя очень цинично, провокативно и создает впечатление, что он не собирается не только не уступать оккупированные им украинские территории, в том числе Крым, но он, в принципе, шантажирует Украину, заявив о том, что Россия будет поддерживать образование, которое на территории Донецка. У нас есть такая возможность как раз послушать, пожалуйста, послушать слова президента России. Пусть послушают. Вот это есть шантаж и ультиматум. Там, где он говорит о том, что Украина должна вступить в диалог с ОРДЛО и не способна решить без этого проблему оккупированного Донбасса. Пожалуйста, давайте послушаем. Россия как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса, и это касается поддержания производства, решения социальных вопросов, инфраструктурного характера вопросов и так далее. Мы без всяких сомнений, можете не сомневаться, понимаем всю сложность той ситуации, которая в Донбассе сложилась. И повторяю еще раз, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше. Но ничего не получается у них до сих пор. Потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство
народа и большинство избирателей, приходящим к урнам для голосования. А когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться. Ну, не хватает, мне кажется, просто политического мужества. Оглядываться на крайние националистические силы. Ничего не сделано, по сути дела, в плане политического регулирования. И более того, официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляют о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения. В одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса. Ну, вот такой себе миротворец, который будет заботиться о украинской территории, а Украина, получается, как двоечник, который ничего не может сделать. Вот такие вот оценки, которые он так поверхностно, вернее, сверху дает, скажем так, не ставя даже Украину в один ряд с собой. Вот такое у меня впечатление сложилось, как у вас. Но я с вами абсолютно согласен, и я начал об этом говорить. Вот в этих его высказываниях одновременно содержится ультиматум Украине. Мы будем наращивать помощь. Это означает о том, что мы будем и дальше экспортировать войну на вашу территорию. Это такой месседж Киеву. И второе, то, что утверждение о том, что Киеву не хватает политического мужества для того, чтобы исполнять договоренности, это есть цинизм. Я прослушал большие блоки сегодня выступления, интервью Путина. Ну, это можно назвать большим интервью таким, да, на сотни вопросов, да. И хочу сказать, что этот политик загнан в угол. И он будет видеть выход из этого загнанного угла, демонстрации силы в отношении тех своих соседей, где у него пока еще получается. И в первую очередь против Украины. Я прослушал его оценки того, что случилось в Азербайджане на территории Нагорного Карабаха, освобождение ранее оккупированных азербайджанских земель. И там Путин, было видно, как он нехотя, но вынужден говорить о том, что это все в рамках международного права. Он просто прекрасно понимал, что все сразу проводят прямые параллели с оккупированными украинскими территориями. Нам надо готовиться к такого рода действиям, которые для Путина будет носить принудительный характер. Я не говорю, что это обязательно должны быть боевые действия, как случились буквально недавно, в прошедшем месяце, на территории Азербайджана, которые ранее были оккупированы Арменией. Но то, что это принуждение должно совершаться по многим направлениям, у меня нет сомнений. И вот опять возвращаемся к Крымской платформе, к саммиту глав тех государств, которые будут участниками Крымской платформы. Вот там уже нет времени и нет необходимости к чему-то призывать Путина. Ему там надо будет четко сказать, в этом месяце будут вот такие действия, в следующем другие, а вот через 3 месяца будет то-то, то-то. Он должен быть поставлен просто перед выбором. Вы уже и в нашем эфире много раз говорили о необходимости ужесточения санкций, об исключении платежной системы SWIFT. Но мы оказываемся в такой ситуации, что наши санкции даже уступают, да, европейским и американским. Что мы в своей стране не можем создать какой-то единый центр, который бы эти санкции объединял бы, в каком-то планировал бы, накладывал бы на Россию, чтобы это был какой-то единый центр. Вот почему этого нет до сих пор? Вы затронули одну из слабых, может быть, таких аспектов деятельности, собственно, нашего украинского государства. Действительно, все наши действия, они должны носить такой характер, чтобы как можно больше мобилизовывали бы наших партнеров. То есть практически все наши действия, на которые мы способны в отношении России, они должны быть, может быть,
на один уровень жестче, чем принимаются другими государствами. Здесь мы не то что ничем не можем похвалиться, я бы выразил бы очень большую тревогу то, что в нашем обществе, в украинском политикуме на фоне, и мы с вами об этом говорили, на фоне большего осознания президентом, я надеюсь, частью его команды, потому что у него очень разношерстная команда, на фоне осознания циничности российского подхода, тем не менее в украинской политике поднимают голову политические силы, которых можно называть в прямом таком восприятии московскими агентами. И поэтому нас поджидает внутренняя такая опасность, опасность некоего московского реванша. И для того, чтобы принимать более жесткие по отношению к России действия, меры, в том числе и санкции по отношению к России, кроме того, что все это надо высчитывать с очень такой большой математической точностью, есть очень много вопросов, связанных с экономическим взаимодействием в отдельных сферах с Российской Федерацией, но для того, чтобы обеспечить то, где это возможно, надо вновь сделать все для того, чтобы прямые российские агенты, прямые московские лоббисты в Украине не чувствовали так себя вольготно, как они себя почувствовали последние годы. Ну, как всегда, все упирается в деньги. Борьба за деоккупацию – это деньги бюджета, в том числе и на борьбу с информационными врагами нашей страны. Вам удалось уже ознакомиться с теми пунктами, которые бы говорили о суммах по, грубо говоря, по деоккупации Крыма? Там понятно, что нет такой статьи, но есть министерства, ведомства, которые занимаются этими проблемами. Вот, удалось ли вам ознакомиться с этой сметой? Ну, смотрите, конечно, бюджет был только проголосован вчера, и буквально до самого последнего момента в него вносились те или иные изменения. Я обратил внимание на некоторые статьи, которые отражают реалии нашей жизни с 2014 года, и эти реалии вызваны временной оккупацией Крыма и военными действиями на территории Донецкой и Луганской областях. И бюджет Украины вынужден отвлекать ресурсы на решение тех проблем, которые возникли у людей. И не у одного, не у двух, а у миллионов людей. И при этом эти проблемы не могут быть решены только лишь в рамках украинского бюджета, но тем не менее определенные суммы на это выделены. Я действительно для себя выписал 3 статьи. Это статья, где будет надаваться ежемесячная помощь внутренне перемещенным особам для покрытие затрат на проживание 3 миллиарда гривен, более 3 миллиарда 51 миллион гривен. Но это ведь 1,5 миллиона беженцев, которые сейчас не расселены, которые живут в разных регионах Украины, и подавляющее большинство из них последние деньги свои отдает на то, чтобы была крыша над головой. Я хотел бы сказать, что есть статья, которая наконец-то говорит об обеспечении информационного суверенитета Украины, развитии языков коренных народов, которые проживают на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Понятно, что здесь речь идет о крымских татарах, караимах, крымчаках. И говорится о финансовой поддержке государственного иностранного иновещания. Вот это все эти направления объединены в одну статью, и на это предусмотрено 355
миллионов гривен. Насколько я понимаю, здесь предусматривается и также финансирование телерадиокомпании АТР далеко не в тех объемах, которые нужны были бы для покрытия его затрат, но все равно это может считаться существенной поддержкой. Также предусмотрены ресурсы на защиту и обеспечение прав и свобод людей, которые арестованы или были арестованы по политическим мотивам, и в настоящее время они подпадают под категорию политических заключенных. На эту статью предусмотрено 66 миллионов гривен. Смотрите, я назвал только лишь некоторые такие статьи бюджета, которые являются, я не знаю, как по-русски, украински, обтяжными для бюджета, такими нагрузочными, да, этих всех затрат могло бы не быть, если бы не было российской агрессии. Спасибо вам за то, что были с нами на связи. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на связи. Благодарю вас за участие в нашем эфире. Буквально через несколько минут наш эфир продолжит программа «Заман» с Урией Ситомеровой. Не переключайтесь.